Товарищи офицеры! Начальники управлений, военный комендант и другие руководители воинских подразделений подготовили доклады и озвучили проблемы и достижения абхазской армии за летний период обучения 2021 года. Военная комендатура организовывает комендантскую службу в районе проведения торжественных мероприятий, проводимых вооруженных сил Республики Абхазия. Также в дни проведения призывов, выделяющих личного состава офицеров для организации несения служб наряда по КПП, поддержания общественного порядка на территории распределительного сбора пункта. Производилось конвоирование лиц, содержащих на гарнизоне Голдвахте в СИЗО Гранда. Среди арестованных. Начальник управления боевой подготовки Давид Бжани отметил, что занятия по тактической инженерной подготовке не проводятся за исключением полевых выходов. Полковник попросил офицеров учесть, что такие занятия должны проводиться в поле, а не в классе. В целом Бжани оценил морально-психическое состояние личного состава воинских частей как удовлетворительное. Практически во всех инспектируемых воинских частях личный состав оценен на удовлетворительно. Очень мало хороших оценок. Воспитательная работа организовывалась на основании общего плана воспитательной работы Министерства обороны. Основные памятные даты в Республике Абхазия были проведены в строгом соответствии с воинскими традициями и почестями. В ходе работы психолога в составе призывной комиссии было направлено в психиатрическую больницу в летнем периоде обучения 29 военнослужащих. В зимнем же периоде обучения их было 58. Из них 21 призывнику выставлены различные психиатрические диагнозы, а в зимнем периоде обучения таковых было 28. Заместитель министра обороны, статс-секретарь Олег Гаршба прочел поздравительное письмо министра Владимира Ануа в преддверии Дня Конституции Абхазии. 26 ноября – особая дата для всех нас. В этот день, 27 лет назад, на сессии Верховного Совета Республики Абхазия был принят основной закон нашей страны – Конституция Республики Абхазия. Через огромные испытания, ценой жизни многих защитников Отечества, шел наш народ к установлению своей государственности. Вечная память всем, кто отстоял свободу и независимость нашей страны. Мы все хотим видеть нашу страну процветающей. Только совместными усилиями мы сможем решить стоящие перед нами задачи по укреплению государственности, подъему экономики, повышению благосостояния людей и стабильности в обществе. Желаю здоровья, счастья и благополучия всем вам и вашим семьям. С праздником! Министр обороны, генерал-полковник Ануа Владимир Иванович. На расширенном совещании обсудили итоги работы военного комиссариата. Было отмечено, что призывников в этом году намного меньше, и эту проблему необходимо решать. Кроме того, руководство оборонного ведомства обратилось к военнослужащим с призывом пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции, чтобы защитить себя и своих близких. Аманда Пони, Арина Гухава, Абхазское телевидение.